Егор Пивоваров из наш маркетинг, Александр Дерменджи, офис Варна, который делает большая часть из поддержка на продукты и на много вопросов ответил. Святослав Кадиев, человек Light, который делает фронт, который вы хорошо знаете, и Светлана Драганова из наш маркетинг, которая ответственна для вся организация, для проведения конференции, приглашения и так далее. Итак, наша конференция будет по программе, которую мы попытались сделать. Немножко есть задержка по времени из-за того, что опоздание есть, но попытаемся скомпенсировать, ничего не пропустить, что было интересно. Расскажем немножко про компанию, про то, что вас интересует, покажем новинки. Думаем, что у нас очень интересные новинки, которые мы вообще не разгласили. Они потихоньку разработали. Ну, сейчас покажем, как они работают. И вопросы, которые у вас есть, тоже ответим. Так, у нас тоже есть вернисаж с помощью партнеров, которые показывают разное оборудование, разные интересные системы, видеонаблюдения и так далее. Потом расскажем про то, что новое есть, как привязка с оборудованием, фискальные регистраторы, видеонаблюдение, там сканеры и так далее. Все это можно так, на практике попробовать, как работает. И немножко про нашу конференцию, как введение. Наша конференция этот раз получилась сильно интернациональная. Светлана сказала, 7 стран присутствует здесь, не буду перечислять, но надеемся, что тоже уже так микроинвест раскручивается в разные страны мира. Вы можете общаться не только с русскими компаниями, но и с международными. И для того, чтобы все было достаточно эффективно для вас, для нас, как партнерская встреча. Надеемся, что свободное время тоже проведем удачно, весело, попробуем так в дружеской атмосфере все провести и покажем то, что у нас есть как постижение. Итак, это наша третья конференция. Немножко расскажем про предыдущие две и потом, что будет на этой конференции. Итак, первая конференция, 2010 год. Основное это было знакомство. Новая компания, не очень популярная в России. Делала конференцию, много энтузиазма. Мы захотели просто показать новый софт, новую систему управления. Сделали первые контакты. Да, первая конференция тоже была большая, но были такие изначальные контакты, просто ознакомление, представление на продукты, на все, что у нас есть. Потом, после первой конференции, у нас была вторая конференция, где основной акцент это было обучение. Мы показывали продукты, практические вопросы рассмотрели, как привязать устройство, как сделать репликацию, что это база данных, какие у нас базы данных есть. Были много предложений, дискуссий на второй конференции, был круглый стол для большое обсуждение новостей в продукте, какие еще функции потребовались. Поэтому вторая конференция, основной акцент был обучение. Сделали большой технический тренинг, вопросы, много по техническим дела. Все это обсуждали на второй конференции. И сейчас идет наша третья конференция. Мы назвали ее «Партнерство и развитие». Мы думаем, что сейчас время для того, что уже серьезно заработали на уровень партнерства, на уровень то, что вам нужно, что мы хотим как развитие, что вы сказали, какие у вас пожелания есть для того, что наш взгляд на будущее. Тоже сделали знакомство на все наши партнеры. Здесь есть партнеры, которые мы знаем давно, но есть и много людей, которые новые. Поэтому попытаемся так поработать более узко, поговорить, обсудить много задач. По партнерской сети у нас есть предложения, у нас есть интересные рекламы, потом
покажем. Для каждого из вас есть уже приготовленный пакет с рекламой. Там интересные рекламы есть, каталоги, разные листовки, предложения и так далее. Вопросы по развитию продуктов. Много предложений получаем по форуму, по имейл. Сейчас все это мы можем обсудить вместе, продумать, что реально нужно, что будет более интересно для развития, что не столько интересно и эффективно. Рекламные материалы, стратегии, наш маркетинг. Здесь Светлана и Егор расскажут, какие у нас планы, какие у нас предпочитания. Интересная вещь, вот смотрите, кассовый отчет, потом Светлана расскажет, это от вчера, дайте мне бумага или какая-то документ, чек, вот написали на Лабор, вот автоматизация, которая есть. Рассмотрим потом. Итак, покажем много информации, что еще у нас есть, как план, как развитие, как вообще шаги в будущее. Потом надеемся, что время будет так интересно для вас, полезно, для того, что вопросы, которые были решены, не только задания, но решены, записаны, и все это продвинулось вперед, как наша стратегия, так и вас, как партнеры. Еще, что новое? Покажем новости в продуктах, какие перспективы есть. Потому что одна из самых интересных дела — это предугадать будущее, смотреть, где идет мир, какие будут следующие шаги. Примерно идет фискализация или не будет фискализация, идет QR-код, что это QR-код, как оно работает. Электронный digital board, который покажем, как развитие на наше e-меню. Потом покажем новое направление развития. У нас плавно переходим на уровень интернет-версий. Расскажем по новый проект. Это наследник уже на Squad Pro. Это уже проект, который мы в Болгарии обсуждаем. Что будет как следующее, 4-е поколение наших продуктов. Там тоже есть много интересных вещей. Расскажем и сделаем дискуссию по настоящим вопросам. Были вопросы по притче, по округлению. Все это четко расскажем. Вот это работает так, такие результаты дает, вот такая математика и так далее. Сделаем учение. Здесь есть люди, которые очень хорошо знают продукт. Есть люди, которые на форум очень активно участвуют. Даже вот такое предложение. Очень часто вы пишете на форум под какой-то никнейм. Мы не знаем, кто вы. Я примерно сейчас хочу указать, вот позитрон, который отвечает на много мнений. Кто-то хочет, да? Вот, спрашивайте люди, которые хорошо уже разобрались в наш продукт. Предложения опять принимаем на развитие, на функционал и так далее. Еще по партнерской сеть, совместные действия, инициативы. Для того, что хорошо продвинули продукт, у нас уже есть политика, у нас уже есть план, как все это можно развить в хорошее направление, вместе с партнерами, вместе все оборудование, которое есть. Есть разные предложения про новые стратегии, как рыночный сегмент, в который мы входим, так по автоматизации на средние и большие сети. Уже много таких предложений есть, так что вместе все это обсудим и продискутируем. Конкретные вопросы, демонстрации, связь с разработчиком. Здесь у вас есть возможность, что вы обсудили все практически вопросы по фронт, по подключению 1С, работа с utility центр, про бэк и практически все, что нужно на уровень поддержки, развития. И сами разработчики могут услышать из вас, какие у вас вопросы есть, какие у вас проблемы есть, что вы тоже хотите в продукте, чтобы было развито. Еще такая важная шаг – это маркетинг. Маркетинг всегда важный элемент от продажи, потому что мы уже рынок хорошо проанализировали, мы знаем, где можно продать продукт, где
не нужно тратить усилия и время. Поэтому про маркетинг обсудим, какие у нас пожелания есть, покажем фотки, рекламы и так далее, для того, чтобы вместе сделали самые правильные шаги. Итак, что еще? Меня зовут Виктор Павлов, мы координаты вполне открытые. Вот имейл, русский телефон, болгарский телефон. Русский телефон постоянно включен тоже. Когда я стою в Болгарии, он спокойно принимает звонки, я обычно перезвоню потом. Так что давайте, звоните, для нас удовольствие, что мы работали все вами. Вопросы, которые сейчас в этой презентации мы не говорили о этих вопросах, тоже приветствуются. И надеемся, что время будет полезно. После этой конференции для каждого из вас будет уже набор знаний, набор рекламы, набор ключей и большое желание для того, чтобы вместе продвинули продукты микроинвеста, оборудование, которое наши партнеры здесь предлагают. Вперед! Мы думаем, что уже микроинвест получается интересная программа, интересный продукт. Мы уже чувствуем, что люди знают этот продукт. Когда первый раз на первой конференции мы звонили, много людей вообще не знали имя микроинвест. Уже микроинвест в много регионов знакомо, люди более быстро делают ассоциации. Сейчас нужно передвинуть вся эта сила в реальные действия. Это деньги, это новые клиенты, это технологии, это вместе